Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Чему вы скоро обрадуетесь как ребенок? Что такое произойдет радостное и удивительное, что переполнит вас положительными эмоциями? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои хорошие и любимые, обязательно откроется. Итак, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ну, вы тут прям от радости, не то чтобы как ребенок впечатляетесь, вы просто парите над землей. Как что-то закончится, либо что-то прекратится, как огромный груз, огромная тяжесть спадет с вашей спины, с вашей груди. И голова, вот еще голова. Но в голове, скорее всего, какие-то очень мрачные мысли и много переживаний. Вот чем-то вы опечалены в сегодняшнем дне, что-то не удается, не получается, не выстраивается. Может быть, страхов много, что вот все, это конец, да, ничего не будет. Все закончится очень плохо и плачевно. Много, может быть, каких-то проблем, которые навалились на вас. Либо какая-то одна, но просто невероятно тяжелая проблема, и это не дает вам нормально жить, вы не можете ни расслабиться, ни о чем-то другом там думать, да, вы прям сконцентрированы на этой проблеме, и это прям буквально проблема тянет вас вниз. Вот идет развязка, причем развязка максимально светлая, максимально безболезненная, и даже мне идет, что без вашего участия. Но вот как будто бы само собой, да, вот независимо от вас, само собой, может быть, кто-то поможет, вмешается. Может быть, все, что вы могли уже сделать, вы сделали, а теперь вы просто надеетесь и ждете. Но вот всю тяжесть вы с себя сбросите. И даже каких-то пиявок, видите, вот пиявочка, с себя сбросите. Все плохое, все, что не дает вам сейчас нормально жить, функционировать, все уйдет. А у вас такая легкость, вы прям летаете, вы ходите и сами себя вот щипаете, да, поверить не можете, что это случилось. Ощущение чуда, ощущение праздника, свободы, ощущение, что вот они, крылья за спиной. Это не просто радость, это действительно счастье. Счастье, что все закончилось, либо счастье, что все разрешилось настолько удачно и положительно для вас. Вы все у меня разные. У всех из вас разные проблемы, разные сложности в жизни. Но развязка уже близко. У кого-то до конца этого месяца 100% произойдет, а у кого-то и до конца следующей недели все случится. Вот просто будете танцевать, глаза будут сиять, вы будете порхать, вам все будут делать комплименты. Ой, как ты хорошо выглядишь, ой, у тебя лицо сияет. И вы сами вот прям такую гору с плеч сбросите, с груди такую плиту тяжелую сбросите. Прям незабываемые впечатления. У кого-то в личной жизни проблема, у кого-то с деньгами, у кого-то еще с чем-то. Но это уйдет, это закончится, развяжется. Мне идет, что развяжется, и все плохое и тяжелое вы с себя сбросите. Конечно, будет хорошо, конечно, будет очень и очень приятно. Дальше еще одна радость поджидает вас, вот с семьей связана, четверка. Четверка – это семья, семейные отношения, любовные отношения у кого-то. Ну и также сама по себе четверка очень часто означает дом, события дома, события в доме. Может быть, это как-то связано с недвижимостью. Может быть, это как-то связано, опять же, с местом, где вы проживаете, либо хотите проживать. Может, у вас вообще нет места, где проживать. Смотрите, с левой стороны, вот тут прям совсем не ждете. И не ждете, и не верите, и, возможно, даже уже махнули рукой. Ну, потому что вот такая ситуация. Вот так вот исторически сложилось, да, что ничего не поделаешь. Но четверка-то вас радует.
У кого-то конфликты в семье, в доме закончатся. У кого-то вопрос с жильем решится. Может, вы хотите продать, и не получается, да, за ту цену, которую вы хотите. Кто-то ищет аренду, кто-то хочет съехаться, кто-то разъехаться, кто-то семью хочет создать. Да? Вот четверка вас порадует. Там, где вы уже прям не ждете, махнули рукой, вот здесь именно произойдет. Но вот именно по четверке мне идет. Кстати, у кого-то еще может отыграться, что за 4 дня, в течение 4 дней, вот какая-то большая радость придет в ваш дом, именно там, где вы живете. Это может быть письмо счастья, это может быть какое-то классное оповещение, извещение, там, любимый родной человек может вернуться, приехать. Ну, все разные, у каждого будет по-своему, но именно через четверку идет. Так, еще одна радость у вас и удивление. Кстати, это не просто радость, это удивление. Какой-то человек перестанет бояться. Человек как будто бы страус, но страус такой, знаете, прям дерзкий показан. Он мало того, что голову из песка вытянул, так он еще и крыльями так бьет, да, вот стучит, пытается взлететь. Ну, страусы, насколько я знаю, не особо летают, да, просто они очень большие и мощные. И в случае опасности они голову в песок, да, закапывают. Либо это миф, я уж не знаю, не помню. Скорее всего, наверное, миф. Ну, так принято считать, да. Смотрите, человек, который долго чего-то боялся, перестанет бояться и начнет очень, так знаете, ярко действовать, ярко проявлять себя. То, что раньше человека там стращало, теперь для него это такой вызов всей жизни. Такой: я сделаю, я покажу, я добьюсь. Касаться может кого угодно и чего угодно. Ну, допустим, ваш близкий, любимый человек там боялся сделать вам предложение, потому что не знал, справится или нет, вытянет ли он роль мужа, либо вытянет ли он роль отца. Вот тут он такой: все, хочу ребенка, я буду заботиться, я хочу тебя в жены, я хочу там этот штамп в паспорт, давай распишемся, давай вот свадьбу сыграем. У кого-то, возможно, там с работой как-то было связано, там ваш близкий человек боялся о себе заявить, боялся за какое-то дело взяться, может, каких-то людей боялся, а теперь этого всего не будет. Ну, у вас тут и удивление, и радость, да, такому поведению. Кстати, поведение еще может быть немножко взбалмошным, таким, знаете, вот прям горячим поведением. И вы смотрите и думаете: ой, хоть бы не передумал, да, хоть бы опять эту голову свою в песок не закопал. Но нет, здесь с правой стороны, я так понимаю, что вы этого человека долго убеждали, либо вы провели серьезную работу над тем, чтобы этого человека убедить, что нечего бояться, просто нужно брать и делать. Теперь этот человек действительно делает на радость вам, на благо себе, ну и будет чему порадоваться, будет чем гордиться. Так, еще, мои хорошие, радостное событие того, что кто-то проявится. Тут идет именно проявление. Проявиться может кто угодно, начиная там от человека, который потерялся, человек, который, например, обещал что-то и не сделал, пропал. И также может быть как что-то с родственниками мне идет связано, да, вот как объявится кто-то. Суть в том, что от человека не было ни слуху, ни духу, и вы не знали уже, что думать, и мысли были крайне негативными. Вот. А тут раз, и человек объявится и скажет: а вот он я, да, а у меня все хорошо, а жив-здоров. Конечно, скажет вам какую-то свою причину, почему так долго он не появлялся, не объявлялся, но и тем не менее, я вижу, что вам прям полегче станет, попроще, полегче. Услышите знакомый голос, и прям улыбка на лице у вас заиграет, да, вот объявился, все хорошо, слава Богу. И даже вот о чем-то вы договоритесь. Кстати, у вас будет не один разговор очень важный, еще один важный разговор. Но тут вы говорите с кем-то, кто сидит на троне. Это человек занимает должность, это может быть начальник, чиновник, какой-то управленец, руководитель. С левой стороны вас как будто бы пригласят на этот разговор. И, если честно, вы не будете знать, чего вам ждать. Либо будете настроены максимально пессимистично, да, скажете: ой, сейчас меня отругают, либо сейчас меня пошлют, что-то запретят, заблокируют. Такие вот мысли, знаете, ну, максимально негативные. Но тот, кто сидит на троне, вам как-то, знаете, очень серьезно, вдумчиво что-то будет такое хорошее говорить, либо ставить вас в известность о том, что вот он принял решение, либо он рассмотрел ваше прошение, либо вы попадаете в какие-то льготы, квоты.
либо что вы там самый ведущий, яркий сотрудник предприятия, что вам положены какие-то бенефиты, плюшки, выплаты. То есть такое вам будут говорить. Возможно, даже как-то не сразу поймете, о чем там речь идет, но когда до вас дойдет, конечно, вас это порадует. То есть вы будете готовиться к худшему, а по итогу получите лучшее. Вот такой момент. На троне кто-то сидит, на троне. И к вам этот человек будет максимально благодушен, да, расположен в вашу сторону. Не знаю, почему вы так боитесь. Может быть, вам кто-то внушил этот страх, но этот человек, он очень справедливый, мудрый и не глупый. Да? Он понимает, с кем можно, с кем нельзя, кто заслужил, а кто нет. Да? То есть, может быть, вас напугали те люди, которые не отличаются честью, совестью, благородством. Вот, к ним этот человек строг, а к вам, например, наоборот, очень добр будет. Приятно. Ноги будут немножко трястись у вас. Так, дальше. Момент возрождения, восстановления. Что-то меняется, либо возобновляется, возрождается. Мне почему-то идет возрождается. Но опять же, это может быть связано с вашим здоровьем. Это может быть связано с тем, что было в прошлом оставлено, упущено, либо чем вы в прошлом не воспользовались. Тут именно показывают птицей, жар птицы, либо птицей феникс, которая буквально вот по кусочку собирается. И крылья, да, вот видите, крылья короткие, становятся длиннее. Птица, которая пытается взлететь все выше и выше. На линии судьбы, то есть все-таки это связано как-то с вами и с тем, что что-то у вас возродится. Либо вы возродитесь к новой жизни, а может быть отношения возродятся, да? Вот что-то меняется в лучшую сторону. Это прям на уровне ощущений, и это на уровне вот вашего личного «я». Вот как-то так мне идет. Но опять же, это как-то внешне еще проявляется. Проявляется в глазах других людей, то есть в отражении глаз других людей вы себя по-другому видите. Еще могут быть, кстати, восстановление отношений в плане вот вы и коллектив. Да, может быть, были напряженные отношения, либо были какие-то там скандалы, ссоры, пренебрежительные отношения. Да? Теперь как бы все возвращается на круга свои. Люди к вам максимально приветливые и открыты. И конфликт исчерпан. Никто не хочет ругаться, все хотят дружить, все хотят тихо, мирно жить. Вот такой еще момент может отыграться. Возродятся именно отношения, коммуникации. Так, и еще. А вы чего-то очень сильно хотите. Вот какую-то вещь хотите. Вещь, да? Это может быть что-то из гардероба, это может быть что-то из украшений, аксессуаров. И это может быть что-то, что можно носить на себе, либо с собой. Может, телефон вы хотите, да? А цены космос кусаются. Вот чего-то вы хотите. Смотрите, у вас появится возможность это обрести. Либо у кого-то отыграется, что тот, кто вас любит и ценит, очень хорошо к вам относится, поможет вам обрести эту вещь. Допустим, вы хотите какую-нибудь дорогую сумку, да? Опять же, телефон, да, пусть будет телефон. Хотите телефон. И понимаете, что у вас денег есть на какую-то скромную модель, качество не очень, и с таким телефоном, как-то не очень даже прилично. Может быть, вы хотите блогером стать, и вам действительно нужен хороший iPhone для того, чтобы записывать видео. Картинка должна быть красивая, хорошая камера. И вы думаете, не получается, да, не получается мне купить этот телефон. Но тот, кто вас любит, либо добавит вам денег, либо, в принципе, сделает вам такой подарок, подарит вам этот телефон. Хороший момент. Радуйтесь, как ребенок на новогодней елке. Тут либо вы сами себе Дед Мороз, либо тот, кто вам деньги добавляет, либо просто дарит вам подарок, для вас Дед Мороз. Прям так приятно будет. То, что вы хотите, вы обретете. А кто-то, например, хочет какую-то вещь, да, платье хотите, либо, не знаю, шубку хотите. Будет, у вас точно будет. Немножко попозже, да, потому что событие у нас посерединке идет. То есть это событие где-то в течение 3 недель, может быть и 3 месяцев, извините, но скажу, как вижу. Но тем не менее будет.
будет и вещь, будет и подарок, будет и покупка, и будет, конечно же, от этого большая-большая радость. Так, еще радость от того, что между мужчиной и женщиной ясность, и нет больше тайн. Может быть, да, какие-то есть секреты, подозрения, сомнения. Может быть, отношения не ладятся. Может быть, мужчина что-то скрывает, либо женщина что-то скрывает. Вот знаете, как неспокойно на сердце, неспокойно. Может, есть какой-то повод для ссор. Да? Мужчина, например, либо женщина постоянно у бывшего, либо у бывшей, либо там просиживает у своих родителей. Вы не понимаете, что это за отношения такие. Но вот я вижу, что вы все-таки вместе, и то, что вам мешало, то, что вас разъединяло, оно уходит. И также я вижу, что над вами дельфинчик показан. Дельфин — это любовь, это эмоции, это переизбыток эмоций, я бы даже сказала. То есть, возможно, даже вспышка страсти, любви, особенно если вы давно вместе, либо давно в браке находитесь. Ну, что-то такое хорошее, приятное идет все-таки на самом деле. Нет расставания, нет претензий, а наоборот есть гармония, идиллия и любовь. Но дельфин — это и страсти, и эмоции, и все это в одном флаконе. Прям на мужчину первого напрыгивает этот дельфин. Я так понимаю, что мужчина будет все исправлять, а женщина будет просто принимать эту ситуацию и, конечно же, себе радоваться. Дальше показывают женщину, голову теряет. Ну, я надеюсь, конечно, не в прямом смысле слова, но тем не менее, женщина очень заносчивая, мнит себя какой-то царицей савской. И либо от наглости, либо от вседозволенности она просто потеряет голову и на кого-то нарвется, прям напорится на каких-то людей, которые, может, и оторвут ей эту голову. То есть рамки дозволенного она пересечет. И за это ей пойдет очень сильный откат. Вот как нарвется все-таки мне идет, да, какие-то люди на нее смотрят таким злым, сверкающим глазом и думают: сейчас мы тебя покажем, сейчас ты допрыгаешься. Ну, она сама себе все это заслужила, а вам от этого только выгода идет. Потому что с ее падением для вас вот какая-то желанная дорога открывается. А может быть, она сейчас стоит преградой между вами и вашей желанной дорогой. Вы никак ее обойти не можете. Вот. Но как только она голову теряет, для вас эта дорога открывается. Нет, вы не будете радоваться ее драме, либо ее каким-то бедам и проблемам. Вы просто порадуетесь за себя, что вам теперь путь открыт. И вы можете идти и получать то, что вы хотите, либо обретать то, что вам нужно, то, что вы заслужили, то, что так долго было от вас скрыто, либо вам недоступно. Вот такой момент показан. Так, еще. Тут даже не радость, тут больше как удивление, а шок от того, как быстро решится какой-то важный вопрос. Важный для вас, важный для вашей семьи, может быть, важный для вашего будущего. Вопрос решится каким-то профессионалом, причем в 2-3 счета решится. Не успеете вы только настроиться на это все, а все уже будет решено. Либо вы получите какой-то прям конкретный результат. Но опять же, проблемы бывают разные, да, у каждого свое болит. Но, тем не менее, вот специалист какой-то. Вы таких еще не видели, вы таких еще не встречали. У человека просто фантастическое умение, фантастический талант. И этот человек, он малословный, да, там нет такого, что себя хвалит, нахваливает, но так быстро решает проблемы. Вот, очень быстро и очень качественно, очень эффективно. Вы, главное, этого человека потом не потеряйте, обязательно берите контакты, и чтобы все это сохранилось, может, кому-то еще посоветуете, да, благодаря вам кто-то тоже может свои проблемы порешать, может, как-то медицинские проблемы. Почему-то мне идет вот как стоматолог, что ли, какой-то, похоже. Может быть и нет, вот как образ стоматолога мне был показан. Да, может, ходили, мучились, переживали, понимали, что все так дорого, и мало ли плохо сделают, еще больше проблем будет. А человек такой: тык-брык, все готово, отлично, пользуйтесь, да, и вы со счастливой улыбкой уходите.
Шок от быстроты, от качества, эффективности. И, возможно, даже вот если это платная услуга, то не за все деньги мира, а вполне себе приемлемая оплата, что вы скажете, ну это даже как-то мало выглядит, да. За такую работу качественную люди прям там должны намного больше брать. Ну, видите, возможно, у человека очень много клиентов, и человек не зверствует в плане цен, а просто за счет количества людей все равно хорошие деньги зарабатывает. Ну, не будем лезть в карман этому специалисту, пусть будет. Так, еще работа. Работа, тут горцующий конь, и человек пытается его за гриву держать. Возможно, это вы, а возможно, это ваш близкий человек. Ну, тут, если работа, то работа просто прекрасная, прекрасный, там, не знаю, график, условия, коллектив, должность какая-то вот особенная. Может быть, вы никогда не рассчитывали на такую должность, либо тот, кто в вашем кругу ищет работу, не рассчитывал. А тут раз и получится. Может, вас на более скромную должность не брали, либо в более скромную там компанию, предприятие не брали. А тут прям какой-то гигант, да, такая крутая компания, и вас там без всяких проблем, без всяких доп. Условий просто вот одним днем берут на работу. Ну, либо вашего близкого человека. Потому что горцующий конь – это необычная лошадка. Это прям феерично. Прям сложно будет поверить, и до конца будут сомнения, а вдруг там ошибка, а вдруг мы неправильно поняли, а вдруг нам откажут, а вдруг там еще что-то произойдет. Прям будете гадать до первого рабочего дня. Но первый рабочий день все сомнения развеет. Да, действительно. Рассчитывали на малое, а получили больше. Рассчитывали на скромное, а получили шикарное. Такой хороший момент. Так, еще показано, что вы радость испытаете, когда что-то найдется. Тут, кстати, может найтись как и какая-то вещь для вас важная, так и, например, у кого-то, ну, допустим, животное, да, убежало, потерялось. Почему-то мне про животное еще пришло. Найдется. И еще мне идет, что найдется благодаря кому-то, либо кто-то найдет и принесет. Понимаете, вот потеряли вы там что-то, что вы могли потерять. Например, очки могли потерять, да, и не знаете где, и не помните когда. А тут раз, и вам человек приносит и говорит, ну это же ваши? Вы такая, да, мои. Ой, спасибо. Но у кого-то животное, например, отыграется. И, допустим, кто-то нашел, взял на передержку. И этот человек разыскивает вас, а вы, соответственно, ищете свое животное. Ну вот как-то все выяснится, и вам вот как отдают, передают, приносят, ну, либо говорят где. Хороший момент. Конечно, порадуетесь. Если особенно животное, то прям это счастье, да, счастье, что ваш пушистик домой вернется. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.